В Ингушетии завершились работы по внедрению платформы обратной связи. Теперь жители региона смогут направлять сообщения или вопросы по различным сферам деятельности напрямую в органы власти через портал госуслуг. А с помощью приложения можно будет сообщить об имеющихся проблемах в режиме реального времени. Дана Плиева расскажет. Направить обращение в любой орган исполнительной власти или местного самоуправления теперь можно напрямую, а поможет в этом платформа обратной связи. Она внедрена в этом году по всей стране указом президента Владимира Путина в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации». Запустить ее до 1 декабря в республике было дано и главой региона Махмудом Али Калиматовым. Для этого Минпромсвязь республики заключила соглашение с Министерством цифрового развития страны. После заключения соглашения нам была проведена работа по внедрению размещения виджетов обратной связи на каждом сайте органа исполнительной муниципальной власти Республики Ингушетия. Было проведено обучение всех ответственных специалистов, которые будут работать в данной системе. Каждому специалисту мы создавали учетные записи, показывали, как это все работает. Суть платформы проста. Через виджеты на сайтах органов исполнительной власти и местного самоуправления граждане могут направить жалобы в государственные и муниципальные органы по самому широкому спектру вопросов. Для этого нужно лишь зайти на сайт министерства и в самом внизу найти виджет под названием «Увидели проблему? Отпишитесь». Обязательное правило – быть зарегистрированным на портале госуслуг, так как программа запрашивает логин и пароль от личного кабинета. И он здесь выбирает, что именно его касается вопроса. Нажимает адрес, выбирает тему, здесь пишет суть проблемы. Обращения могут быть самого разного характера. Это, к примеру, плохая связь, отсутствие газа и электроснабжения, благоустройство дорог территорий. Кроме того, описание проблемы можно дополнить фото и видеоматериалами. Если у вас письменное обращение или есть фотографии того или иного обращения, вы загружаете сюда, нажимаете, у нас показывает ваше меню вашего компьютера, рабочего стол, скачиваете, туда вставляете, и вот дополнительная информация. Ну а для тех, у кого нет связи через компьютер, разработано и запущено мобильное приложение «Госуслуги ПОС». С помощью него можно сообщить о проблемах в режиме реального времени. Скачать приложение можно через две мобильные платформы App Store и Play Market. Туда зайти, ввести вот «Госуслуги ПОС» на русском языке. Вот он в автомате втором появляется. Вот, скачать. При скачивании он скачивается. Первое, что запрашивает, он запрашивает логин, пароль от госуслуг. Потому что эта платформа работает конкретно с порталом госуслуг. Ведомство рассматривает все поступившие обращения и предоставляет ответы о решении проблем, причем в кратчайшие сроки. У нас глава делает акцент на максимальное сокращение сроков обращения граждан. Раньше по 59-му закону у нас от 30 дней. Но вот именно вот эта система позволяет у нас сократить от 30 до 10, даже до 9, до 7 дней. Обращение также поступает в недавно открытый в Ингушетии Центр управления региона. Контролирующий орган следит, чтобы все запросы и чаяния жителей решались в нужные сроки. Они следом отправляются в Москву. А обратная связь позволит органам власти отслеживать основные вопросы населения и повышать эффективность своей работы. Также жители региона могут участвовать в вопросах, голосованиях и общественных обсуждениях по самым разным вопросам в республике. Дана Плиева, Асхабила, Киев, Новости 24.